Особенный ребенок в семье – это подарок, который завернут в обертку не просто проблемы, а очень сильной боли. Однако, если начать его разворачивать, внутри окажется много ценного. Особые дети – это дети с такими же желаниями и потребностями, как и их сверстники. Они также радуются, любят, дружат, разве что чуть больше нуждаются во внимании и заботе. Эти кадры были сделаны в апреле текущего года. Тогда мы и познакомились с досуговым центром «Дверь в сказку». Это место не похоже на другие. Здесь особые дети с разными индивидуальными особенностями познают мир, приобретают друзей и принимают друг друга такими, какие они есть. Николь Хачатурян сразу узнала нашу съемочную группу. Хочу тебя обнять. Давай, обнимемся. Костя. Ты молодец. Я очень рада тебя видеть. Дорогая ты моя. У детского сада была одна проблема – маленькое помещение, где ютились 9 особенных детей. Однако 8 месяцев упорного поиска нового места дали свои плоды. Садик вновь открылся в комфортном и просторном помещении. Ну что, с Богом! Директору досугового центра Алисе Кварчи 26 лет. Она работает с особенными детьми уже 8 лет. Познакомилась она с ними в реабилитационном центре. Будучи волонтером в организации «Маленькая жизнь», девушка решила, что хочет открыть детский сад. Сегодня ее мечта сбылась. Она с любовью ухаживает за детьми с ограниченными возможностями здоровья. У нас был первый садик, из-за неопытности я не знала, сколько вообще может поместиться детей. Я арендовала маленькое помещение, но поскольку у меня начали набираться дети, было очень много детей, они не помещались, еще и не те условия были, и я сделала все возможное, обратилась к государству, спасибо большое государству, то, что они мне помогли, они мне сделали ремонт, мы расширились. На сегодняшний день есть все условия, у меня 10 детишек. Все по инвентарю есть, по мебели есть, все уютно, все хорошо. Благодаря ОКС нам они сделали шикарный, отличный ремонт, и они в сроки уложились, все быстро, как надо, как мне бы хотелось, все уютно, все хорошо, грамотно сделали. К зиме готовы? К зиме, да, к зиме готово, отопление есть, все хорошо, детишки будут в тепле и в любви, и в заботе. Мы живем в гуманном обществе, которое помогает людям, нуждающимся в поддержке. Особенные дети в нашем государстве имеют право на особую заботу и образование, что дает им возможность развиваться и вести полноценную и достойную жизнь, отмечает Алиса. Но как же сделать так, чтобы жизнь людей с ограниченными возможностями не была ограничена? Они у меня разделены. У меня есть один кабинет, где будет именно заниматься с ДЦП детишками, и другой кабинет, где у меня будут именно аутисты, потому что их нужно разделять. У меня есть программа для именно с ДЦП, потому что они разговаривают, общаются, мы с ними рисуем, мы с ними стихи проговариваем, мы лепим, мы занимаемся творчеством. А именно с аутистами, поскольку они у меня не разговаривают, но я по ним вижу то, что они хотят, чем бы они хотели бы заниматься, либо с машинками играться, либо с куклами играться. Я под них подстраиваюсь, я вижу, что им нравится, не нравится, и стараюсь с ними заниматься. 10 разных и в то же время похожих детей. Их объединяет потребность в ласке, внимании и любви. «Дверь в сказку» стал для них домом, а Алиса – второй мамой. Мы гуляем с тетей Алисой, все нормально, все хорошо. Как тебе новый садик? Расскажи, пожалуйста. Очень хорошо, очень все прикольно, я очень рада. Мне приятно, что я сегодня пришел, все здесь собрались. Дай Бог, чтоб всегда вот так, как мы собираемся, пускай так и, чтоб мы всегда так собирались. Как ваш день проходит? Расскажи. Мы здесь конкурсы делаем, мы здесь поем, мы здесь общаемся. Весело. Весело. Со всеми дружишь? Со всеми дружу.
Баталу Рате 14 лет. Диагноз – аутизм, который сопровождается гиперактивностью и отсутствием речи. Мама Батала Мадина услышала об открытии центра от знакомых. В первый день мальчику было сложно адаптироваться. Он не отходил от мамы. По словам Мадины, ему сложно привыкать к новому месту и людям. Ой, к Олесе мы наслышаны. Сегодня мой первый день. Мы ей очень сильно благодарны, что она организовала такой центр, что дала возможность таким, как Батал и остальным деткам. Это очень важно для таких мамочек, как мы все, для нашей Абхазии. Спасибо большое всем работающим, организаторам, Алисе в первую очередь. Будем надеяться, что они будут развиваться в дальнейшем, расширятся. Алиса устроила для детей настоящий праздник. Команда аниматоров Сухум развлекала детей веселыми играми, конкурсами, танцами и зажигательной музыкой. На праздник пришли не только дети и их родители, но и друзья Алисы. Мы видим все радость, просто она же переливается через край, радость у ребятишек, для которых сделан этот садик. Я думаю, что особенно будет ценно для родителей этих детей. Им очень нужна поддержка, простое человеческое внимание. Поэтому, если это прекрасное начинание будет иметь продолжение, и такие садики будут открываться, то наша страна, все мы только выиграем от этого. Досуговый центр находится в новом районе по улице 30 сентября. Он работает с 9 утра до 5 вечера ежедневно, кроме выходных. Сария Кварацхеля, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.